Магазины, рынки, обочины дорог. Продажа полосатых и желтых ягод повсюду, но далеко не каждая торговая точка гарантирует покупателям качество продукта. Так, например, хозяин грузовика, груженного арбузами, не смог предъявить сотрудникам Роспотребнадзора документ о наличии и качестве товара, хотя обязаны делать это по первому требованию даже рядового покупателя. Оплатить подтверждение налоги. Соответствует, не соответствует. Если вам дадут не соответствует, а я утилизации не сделаю. В ходе рейдового мероприятия сотрудники Роспотребнадзора напомнили продавцам о правилах реализации бахчевых культур. Так, хранить арбузы и дыни нужно, где имеются все необходимые условия. Также продажа бахчевых частями и надрезами не допускается. Реализация арбуза и дыни, она запрещена с пола под прямыми солнечными лучами, также запрещена. То есть должны быть специально отведенные места, специальные поддоны и так далее. Также у продавцов обязательно должны быть санитарные книжки о прохождении медицинских осмотров, должны соблюдаться правила личной гигиены и, соответственно, масочный режим тоже должен соблюдаться. Лабораторные исследования бахчевых на уровень содержания солей, тяжелых металлов, нитратов и пестицидов проводят в течение 5 дней. Затем предпринимателям выдают справку. Если зеленый свет есть, то мешать торговле никто не собирается. Мы делаем отборку бахчевых. Забираем арбузы и дыни. У нас лаборатории. В лабораториях делается анализ на нитраты и на яйцеглист. После чего, после проведения всех этих лабораторных исследований, выдается результат. После результата мы смотрим, если они согласны требованиям, мы выдаем документ, что разрешать после этого продавать, или если нет, мы их конфискуем. Дать комментарий по поводу сопроводительных документов продавцы отказываются. Остается лишь надеяться, что жажда прибыли для них стоит не выше, чем здоровье покупателей. Официальный сезон продажи бахчевых стартует лишь к началу августа. Покупать арбузы и дыни до этого времени врачи не рекомендуют. Сезон еще не открыт, и эти арбузы неизвестно какой зрелости. Как правило, они не очень хорошей зрелости, и чтобы они быстрее дозрели, их в пути там специальные технологии и укрывают, и добавляют какие-то препараты прямо внутрь, там прокалывают. Когда делается прокол или, например, нарушается целостность плода, то там появляются любые бактерии, которые находятся, в которых мы живем. Энтеробактерии любые. И за счет этого, естественно, воспаления кишечные могут быть более серьезными. Все нарушения, выявленные при продаже бахчевых культур, были зафиксированы Роспотребнадзором документально. После каждого такого рейда составляется перечень административных материалов. По сегодняшнему рейду мы выявили несколько точек реализации у дороги. Также по итогам рейда у многих отсутствовали сопроводительные документы, у продавцов отсутствовали личные санитарные книжки и, соответственно, не соблюдались правила реализации бахчевых культур. Подобные рейды будут проводиться вплоть до окончания сезона бахчевых. Однако не стоит надеяться лишь на Роспотребнадзор. Следует отовариваться в магазинах или же запрашивать документы о качестве полосатых и желтых ягод у продавцов. В противном случае покупателя ждет вовсе не удовольствие от совершенной покупки, а пищевое отравление. Хава Газикова, Магомед Даскиев, Новости 24.